сцене команда КВН «Хорошо-Марашо». Как вы успели заметить, у нас маленькие изменения в составе. Что? Маленькие? Ну да, маленькие. А что, нет, что ли? Да из-за него мы не помещаемся в такси. Да подумаешь, Грузовое такси. бывает. Ладно, начнем. Знакомьтесь, это Жора, новый член нашей команды. Что я могу сказать о Жоре? Жора очень интересный, открытый человек, очень веселый и забавный, щедрый, очень щедрый. Так, я не понял вообще, это что за биржа труда у меня на сцене происходит? Мы гуляем до утра, мы кайфуем, нам не поздно, ни рано, не уйдем с ресторана. Добрый вечер, мои любимые зрители. Мы с вами в перископе, давайте похлопаем. Так, Егор, ну мы же договорились, в этом сезоне мы будем серьезными. Ладно, друзья, переносимся в карманную трансляцию. Я вообще не пойму, это что за толстый хачик с нами играет? Знакомьтесь, это Георг. Я не про себя, вообще про него. Вот надо было на сцену вовремя выходить. Ты почему никогда с нами на сцену не выходишь? Вот что ты делаешь? Почему опоздал? Кто мне вообще в этой команде что по кайфу то и делаю? Егор, ну кого ты обманываешь? В этой команде только я могу говорить, что по кайфу, то и делаю. Туши люди на улице, за окном туман. Приветствую! Сидите. Шутить пытаетесь? Серьезными хотите быть? Я не поняла, а это что за толстый мальчик с нами? Знакомьтесь, это Георг. Да ты заткнись уже! Да оба заткнитесь! Да, в этом сезоне мы хотим быть серьезными. И это правда. Наши острые туфли стали еще острее. Да! Наши лакированные головы лакированнее. Да! А наши бороды пышнее. Да! Почти! Дорогие друзья, команда КВН «Хорошо-Марашо». Поехали! Ну что ж, начнем. Итак, представьте, в преддверии 8 марта. Алло, дорогой. Алло, любимая, привет! Выйди на балкон, пожалуйста! Ой, дорогой, а что там? Да ничего, посмотри, с места на парковке подъезжаю. Продолжаем. Итак, представьте курьезный случай на передаче «Что, где, когда». Добрый вечер, уважаемые знатоки. И у нас первый вопрос от Георга, который живет в Ереване. И у него вопрос звучит так. Сам чё как? Может, это что-то из армянской философии? Нет, мне это кажется старое древнее армянское животное. Нет, а может, это Наполеон кричал «Сам чё как» или... Уважаемые знатоки, время! Господин ведущий, отвечает господин Яша. Господин ведущий, можно еще раз вопрос? Да. Сам чё как? Я нормальный, ты сам как? О, это правильный ответ! А наши случаи продолжаются. Итак, представьте, где-то в тюрьме. Да это ты виноват. А ты виноват. Я тебе сказал, купи чурки и отдельных. Я купил и одел. То ты на ноги одел, надо было на голову одевать. Все равно ты виноват. Вот если бы ты не создал в WhatsApp группу «Идем грабить банк» и не добавил бы туда всех родственников и друзей, нас бы не поймали. Они вообще не виноваты. Если бы ты не сфоткался со стволами на фоне бабок, нас бы по-любому не нашли. Да если бы ты на стене не написал, здесь были Георг и Джамал, нас бы точно не нашли. Да если бы ты там потом еще не написал наши данные, паспортные и номера телефонов, нас бы по-любому не нашли. Да если бы ты не дал ребенку пострелять из пистолета, когда он просил, нас бы не нашли. Так нефиг было с собой сына брать. Да я только сына взял, а ты всю семью зачем притащил? Нас на ужин, между прочим, звали. Так, стоп! Сколько можно?
На протяжении 5 лет уже каждый день одно и то же. Хотя вас год назад выпустили. Что вы тут делаете? Мальчик, он вот там с полу не скачет, он отдыхает, не в клубах, он отдыхает. Друзья, представьте, случай в полицейском участке. Так, Леночка, зови невзяткина. Привет, брат. Во-первых, не брат, а капитан. Привет, капитан, брат. Жалуюсь на тебя. Люди жалуются. Эти мыши, да? Так, не мыши, а коллеги. А я разницы не вижу. Ну ладно, начнем. Вот скажи мне, ты вчера преследовал преступника? Да. Преследовал. Что ты ему кричал? Стой, стрелять буду. Что он сделал? Остановился. А что сделал ты? Стрельну? Да почему? Потому что я отвечаю за свой базар. Отвечай. Знаешь что? Мне это надоело. Ты уволен. Давай. Фуражку, погоны на стол и проваливай из моего кабинета. Ты что, думаешь, остановишь меня этим? Да я пойду таксовать, понял? Так, ключи от Бобика на стол положил. Дорогие друзья, ну и напоследок, по традиции, наш армянин пытается найти себе работу. В этот раз он пришел в элитный ресторан. Здравствуйте, я так понимаю, вы по объявлению. Здорово, да. Понятно. Какая должность вас интересует? А какие у вас есть? Официант, администратор. Вот недавно должность шеф-повара освободилась. Шефа-повара хочу быть. Нет, вы не поняли, шеф-повар. Это ты не понял, я хочу быть шефом-повара. Понятно все с вами. Ну ладно, а до этого где работали? Ну я разновидный человек, вот это Во Франции. не, по франшизе работал я, короче. У Ашотика работал, у Гагика работал, у Виктора не приняли. Интересно, почему? Вообще. Ну ладно, продолжим. Как вы относитесь к азиатской кухне? Умеете готовить что-нибудь? Ну, конечно, вот этот доширак, когда я завариваю, да, вот этот пар, когда в нос падают эти Не коробки, продолжайте. о, вообще тема. Очень-очень аппетитно звучит. Ну, учтите, Георг, у нас очень престижный ресторан, и мы рассчитываем получить в этом году первую звезду Мишлена. Так уже В чем это вы? 5 штук. В смысле? Арарат. Арарат? Арарат Мишленович. Так пройдемте же к Арарату Пройдем. Мишленовичу, откроем его. Дорогие друзья, ну и в конце, пользуясь случаем, мы бы хотели поздравить всех прекрасных и милых дам с прошедшим праздником 8 марта. С вами была команда КВН. Хорошо, спасибо.